Поехали! Поехали! Друзья, познакомьтесь, Диас автоблогер, Нурсултан, как представитель команды владельцев G-Tour. И мы приехали в Усть-Каман для того, чтобы провести битву блогеры против владельцев. Вот, ты тоже встречаешь. Мы приехали. Вот с кем мы приехали. Не так холодно, как ожидали. Нормально. Нормально, нормально. Уважаемые участники Winter Battle, добро пожаловать в Усть-Каменогорск, столицу хоккея. Итак, мы начнем. Поздравляю всех с началом тур G-Tour Winter Battle. Мы наконец-то все здесь. В целом, для чего мы приехали? Изначально наша задумка была классно покататься по Восточному Казахстану. Но погодные условия, к сожалению, они не прям такие многообещающие, да. И в рамках вашей безопасности мы придумали крутой проект в рамках тура G-Tour. Мы завтра едем на базу отдыха Заречье, и мы там будем следующие сутки жить. И там мы проведем Winter Battle, который будет состоять из 5 раундов. Команда, которая выиграет первое место, получит 600 тысяч тенге. Команда, которая получит второе место, получит 300 тысяч тенге. То есть, чтобы у вас была такая дополнительная мотивация. Как вам мои модные очки? Я их купила в Токио. Сейчас выезжаем на базу отдыха, где будет очень жарко и весело. Надеюсь, всем все понравится. Мы останемся довольны и победим блогеров. Холодно, блин, капец, блин. Вон, благо нас тепло одели. У нас есть классные куртки, классные штаны. И нам тепло. Друзья, пару слов о заботе. Во-первых, здесь и помада. Здесь у нас и сладости. Здесь у нас напитки. Это чтобы, не дай бог, мы не проголодались. У-у-у! А ну-ка, нагрузите музычки. They see me rolling, they hating up, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging high. They hoping that they gon' catch me riding dirty. Так, еще раз приветствую, дорогие друзья. Мы едем с нашим экипажем, с нашими сильными сокомандниками. Едем на новеньком Т1. Ребят, как здесь коробка отрабатывает себя и как он плавно вообще едет, не передать словами. Что ж, друзья, мы едем в G-Tour T1, который презентован был относительно недавно, поэтому не исключаю, что вы еще не знакомы с этим автомобилем. Расскажу, что здесь интересного. Двигатель 2 литра турбо, бензин, 254 лошадиные силы, 8-ступенчатый автомат, ну и, конечно же, полный привод с огромным количеством режимов вождения. Ты заценил, что там физические кнопки управления климат-контролем? Я этот момент в первую очередь заценил. На этой машине впервые? Да, вообще первый раз. Даже близко к ней подхожу, кажется, первый раз. Я уже мысли закрадываются. При том, что меня мой дашинг вообще абсолютно полностью всецело устраивает, но здесь прям кайф. Сзади сидит Владимир, тоже участник. Он предоставил мне ссылку на конкурс, который проводил G-Tour Казахстан.
Я по этой ссылке тоже прошел, увидел условия розыгрыша, выполнил все условия, снял видео и залил его в Инстаграм. После чего данный ролик набрал определенное количество просмотров, и я попал в топ-12 участников данного розыгрыша. После чего был второй этап, где уже отбирали блогеры, и на этом моменте я из 6 участников одержал победу. Вот так я сюда и попал. На своем автомобиле я проехал уже почти 20 тысяч километров. В феврале будет, кстати, год, как я владею своим автомобилем. Вот, впечатления классные, тачка дарит только положительные эмоции. Настрой боевой сегодня. В блогерах мы сегодня точно выиграем. Заберем главный приз, заберем 600к, разделим на всех. Мы, может, куда-нибудь сходим толпой и потратим эти деньги, да? Наконец-то мы приехали! Өте әдемі, өте. Негізі екі әдемілік бір жерде, это вообще опасно. Мен әдемі, табиғат әдемі. Прокатилась на Т2, восхитительно. Настрой шикарный, мы заряжены, у нас много сил. Впереди борьба, честная, правильная, веселая. Самое главное, чтобы все было весело. Это первый зимний тур для G-Tour Казахстана. Мы его проводим впервые. Для нас это тоже волнительно, как для организаторов, но пока все идет очень гладко, всем участникам все очень нравится, поэтому надеемся, баттл тоже оправдает все надежды. Go, go, go! Так, ребята, скоро выходить. Нам нужен какой-то план. Скоро игры. Я буду записывать. Давайте обсуждаем. Так, ну, вроде первый этап там 5 участников. Снегоступы, ватрушки, лед и бег 200 метров, ну, с этим, вот то, что внутри льда, получается, добежать. Самый главный вопрос, что мы лепить будем? Мы можем слепить Т2 просто. Он квадратный, просто квадратный снег. Это спонтанность, самый лучший. Предлагаю первый кадр начать с мужчин. Команда выходит из машины. Блин, прикольно. 40 минут, третий этап этот. Фигура, мы же фигуры. Да, ровно 12:00 сбор около ресепшена. А теперь я хочу, чтобы каждая команда сейчас представила мне своего капитана. Прямо сейчас решите, кто из вас будет капитаном, и чтобы они вышли в центр. Я надеюсь на вашу честность и что вы будете хорошо руководить своей командой. Мы готовы! Всегда на старте готовы. Ты готов? Нет, но это лучшая часть соревнований. Нам нужно этот молоток передать следующим, а следующий это ватрушки. 3! Отойдите с дороги, быстро, быстро! Безопасно. Хоть что-то донесем! Да, это было круто. Аж слюнка у тебя лёд, Сейчас будут оценки. Отличный старт, я не ожидал, что Диас проиграет его. На 70% дистанции он тут закись азота включил и побежал. Ты что, гороховый суп ел? Итак, за первую базу нас отвечала Бегаим. Бегаим, как они справились с снегоступами? Они очень хорошо начали. Да. Очень плохо закончили. Нет, нет. Клиенты вырываются вперед и зарабатывают 10 баллов. Нет, тут же штраф. 10 баллов в первой базе. В
принципе, обычная физика. Мы подготовились, поняли, как правильно стартовать, чтобы не упасть. Дальше уже было проще. В принципе, это было легко. Я думаю, что мы задали дух так победный, и теперь будем до конца держать. Ну что ж, закончился первый этап. Я бегал в снегоступах, непонятные какие-то ощущения, непривычные, наверное, ощущения больше. И бежать в них было неудобно, от этого и интереснее. 70% дистанции шли одинаково, а потом он как будто бы включил закись азота и просто вырвался вперед. Я так увлекся этой гонкой, что пробежал мимо Камилы и Руслана. Пока мы все это синхронизировали, команда соперников убежала вперед уже. Да, и, возможно, из-за меня мы и потерпели поражение, получив 7 баллов, а не 10, как команда оппонентов. Теперь мы должны наверстать. У нас автобиатлон, будет езда, будет стрельба. Здесь мы приложим максимум усилий, чтобы получить 10 баллов, а у них было 7. Тогда сравняется, и будем надеяться на третий этап, где решится судьба, кто же станет победителем зимней битвы G-Tour здесь в ЭКО. Что, ничего не попало? Ужасно, это полная лажа. Никто не попал. Кто-нибудь вообще попал? Тихо, тихо, машина, Никто не осторожно. попал. Я кидала снежки в мишени, в принципе, было легко, весело. Раньше занималась дартсом, поэтому мне это не затруднило. В принципе, вообще все супер. Для меня это был самый сумасшедший раунд. Участвовала в эстафете, где нужно было пройти полосу препятствий. Для меня была сложность в том, чтобы увидеть среди белых заснеженных куч, мне нужно было увидеть конусы. Было трудно, тяжело, экстремально. В одном месте даже чуть-чуть застряла, но это так классно, это такой драйв. Я хочу еще больше кататься, еще больше таких испытаний. Классно, супер. Я прям зарядилась. У нас были правила, которые, к сожалению, были нарушены неоднократно. О, нет. Поэтому по итогам всех вычетов баллов с каждой команды, итоговые баллы блогеры 10 баллов ровно. Михаил, можете им давать. Не, наивысшее вообще было это 15 плюс 9. То есть можно было очень много баллов заработать. В то время как клиентов получает 14. Поздравляем клиентов! Половину, да. Мы поддавались. Да, к сожалению, самый большой балл был вычтен за открытый багажник. К сожалению, который не закрылся. К сожалению, да. Да, судейская вообще неправильная. Мне, значит, там завернулся мой коврик, а вина моя. Понимаете, да? Вина моя. На каком основании? Я надеюсь, что судьи... В целом, это такой азартный был такой маршрут. Интересно было. Классно. Между конусов, знаете, как будто вы сдаете экзамен. И понравилось на газ сжать. Особенно, где там провалилась я. Хорошо. Я поставила режим камни на Т1. Машина опять-таки увесистая.
Есть что снег, есть что зной, есть что дождик проливной. Ты хочешь на воротах поставить? Атмосфера бомба. Так, ну пока ребята играют, не очень успешно, но они играют. Что у нас на обед? Я пропустила два гола. Нереально, меня просто разрывает на кусочки. А теперь ждем мяч! Ай, стой, ты что? Ощущение, как будто я на квартиру играю. Давай! Хорош! Давай! Все живы! Победа! Я так никогда не бегал. Итоги нашего суперкубка по хоккею. Итоговый счет был 6-3. Было нарушено правило, что нельзя бить клюшкой противника. Я говорил, что даже случайно это учитывается. Так что по хоккею у вас 3-3. Теперь, я думал, что это будет самый легкий, но это, получается, самый тяжелый у нас этап остался, да. Вам теперь нужно проявить каждому свое творчество, смекалку, знание физики. Да, у вас будет у каждого по одному ведру воды. Мы надеемся, что это вам поможет усмирить этот пухлый снежный снег. Чуть намочить и уже по факту здесь создавать скульптуру, понимаешь? Но мы там никак не сделаем. Ну. Что было делать? А надпись снизу. Ладно, не колеса, они большие. Но они большие слишком. Давайте машина, и потом сюда мы надпись перенесем аккуратно. Она не пере... Не утрамбовали, ребят. А вообще надо поменять. Опа. Крыша, Ром, панораму можно расчертить. Да. Знаете, заднее видение, как можно прилепить? Можно обязательно с двух сторон, можно с одной стороны. Нет, давайте декоративную часть потом. Дырки закрыть. Нет, они уже у тебя больше, смотри. У них поровнее там получается. Давайте как-то соберитесь. Собираешь? Нет, надо. Ну как морские. Рыбы еще что-нибудь придумать, а? Смотри, у нас что происходит. Сейчас иду. Водой тут. Спички, у кого есть спички? Держите, пока она не замерзнет. Зубачи. И сердечко, да, запаска. Чтобы из них Сюда, если кто-нибудь наступит, блин, я не знаю, что я с вами сделаю. Пока есть время, они вот начинают творить, и уже становится немного интереснее, что у одной, что у другой команды. Так что я не завидую судьям, потому что будет сложно выбирать, кто здесь сделал круче. Нормально! У нас 10 минут осталось, давайте. Вода есть, куда залить? Что там? Т2. У него и сзади запаска, как положено. 4 колеса, лобовое, стекла по бокам. Клиренс у него есть, он от земли оторван. Там 22 сантиметра. Панорама, вокруг горы и тут надпись тут. Классно! Этот же Тур Т2 с дополнительным оснащением, потому что нам надо продвигать не только машину, но и дополнительное оборудование, чтобы зарабатывать больше. Запаска в форме сердечка, потому что мы любим вас. Ну, Джетур тоже вас любит. Вау! Все, здесь мы сразу показали грузоподъемность, грузовые возможности автомобиля. Он Новый год не везде. Да, и плюс почувствовать настроение новогоднее, поэтому здесь вот такой вот антураж. Это рейлинги, это дополнительный свет. Дворники физически настоящие, зеркала, смотрите, на стойках у нас по-настоящему, регулировать можно даже, но мы это делать не будем. Фары, вот, и надпись из дерева, как показывающая единение технологий и природы.
А так под капотом 2-литровый бензин турбодвигатель. Капот нет, это же демонстрационный автомобиль, поэтому только в присутствии менеджера. По менеджеру в команде. Все, вот такой наш автомобиль, пожалуйста. По итогам 3 этапов у вас сейчас идет счет 20. Против 24 с половиной. Все, идем. Провели офигенно классный день. У нас сегодня была такая насыщенная программа. Мы сегодня соревновались против блогеров в 4 конкурсах. Были и эстафеты, мы и лед били, и в хоккей играли, и на машинах проходили препятствия, полосы препятствий, снежки играли. В конце слепили офигенные макеты из снега наших автомобилей Т2. Из всего, что мне сегодня запомнилось, наверное, был хоккей. Впервые вообще играл в хоккей, и очень понравилось, было море эмоций, переживаний, болели друг за друга, с ребятами очень сблизились за эти 2 дня, как будто я знаю их уже много-много лет. Теперь я могу сказать, что я еще более счастлив иметь такой автомобиль. Я стал одним из счастливчиков, который оказался здесь, в этой тусовке. Вы слышите и видите сзади, как у нас тут весело. Вам большое спасибо компании J-Tour за то, что организовываете такие туры, что даете возможность владельцам еще больше прикоснуться к любимой марке. Эмоции просто зашкаливают. Особенно мне понравился этап со снежками, где я попала именно в цель, как нужно было. Всем советую именно покупать J-Tour и участвовать в таких конкурсах, ездить по Казахстану, чтобы у вас были самые шикарные эмоции. Пусть мороз поводорил. Невероятно красиво, ребята! Спасибо, J-Tour Казахстан! Это было нечто. Вова там гонщик, просто я вот так взлетала. Это было круто. Спасибо, я готова падать. Нет, я на вас смотрю, думала, ужас. Вообще нормально. Потом Вова падает, и такая, я не упаду. Почему он даже сам он уже упал. У нас сейчас будет награждение. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Итак, пришло время подвести итоги нашего винтер-баттла «Блогеры против клиентов». Если вы помните, после 4-го этапа у нас была разница 2,5 очка. Команда блогеров проигрывала команде клиентов. Итак,
Мы вообще ничего не затягиваем. Да. Именно тот термин, который использовал у нас Диас, разница сократилась до 1,6 баллов. То есть разрыв между командой всего лишь 1,5%. С разницей 1,6 у нас побеждает команда клиентов. Слушай, ожидания были примерно такие же, но они, конечно, реальность была гораздо круче, чем ожидания. Потому что столько эмоций я не думал, что получу за одну поездку. Там было все, там были и бег, и баня, и хоккей, и езда на автомобилях. Это действительно, вплоть до того, что мы даже когда возвращались, это было такое само по себе мелкое испытание. Ехали в условиях плохой видимости, тоже было прикольно. В общем, организаторы постарались очень круто. Эстафета, снег, мороз, адреналин нас вообще просто всех захватил. Особенно это было заметно во время хоккея, зимнего хоккея, где мы просто отдавали себя на этом ледяном поле. Это было и экстремально, это было просто захватывающе, это очень много эмоций. Это такой формат, когда ты не просто участвуешь в тест-драйве машины или в автопробеге, а когда ты сам проживаешь по-настоящему вот эти минуты объединения и получаешь огромное удовольствие. Огромную благодарность выразить команде Jet Tour Казахстан за такую прекрасную организацию. От всех автовладельцев Jet Tour T2, да и не только T2, а вообще в принципе Jet Tour. Огромное спасибо хотим сказать нашим дорогим блогерам за то, что они сражались с нами все эти 3 дня, прошли все испытания вместе. Но победители, как вы знаете, тут остаются только сильные. Впечатления, эмоции очень яркие. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, что и другие автовладельцы прекрасного бренда Jet Tour тоже смогут ощутить эти эмоции, как и мы.